드링게 값소 정감마 바게 뭐가 팹네 다 드링게 Сегодня по просьбе Гелванга Кармабы я дарую устную передачу на комментарии Джамгана контроля Ринпоче Лоджутае на 7 пунктов тренировки ума. 7 пунктов тренировки ума. И это длинный текст, он на полную передачу, которая потребуется несколько дней. И поэтому я дарую устную передачу на коренной текст 7 пунктов и также на некоторые комментарии к 7 пунктам. Итак, в начале комментария Джамган Контроль Ринпоче говорит о необходимости тренировки ума и объясняет, что Атиша получил эти учения по тренировке ума от своего учителя Серлингпы. И затем именно благодаря ему эти учения попали в Тибет. И эти учения принадлежат к традиции тренировки ума Ладжангу. И это практики, которые особо получили свое развитие благодаря школе Кадампа, которую основал Атиши. И затем в традиции Кагью эти наставления мастеров Кадампы были соединены с наставлениями по практике Махамудры, поэтому они интегрированы в систему практики школы Карма Кагью. И эти практики по тренировке ума, они важны для всех нас, поскольку мы все с вами приняли обеты Бодхисаттвы, и поэтому сейчас нам нужно практиковать эти обеты, применять их на практике и придерживаться их. Именно поэтому для нас так важны эти учения по тренировке ума. И когда мы слушаем наставления святой Дharмы, то очень важно применять эти учения на практике безошибочно. Для того, чтобы применять эти учения на практике безошибочно, необходимо упражнять свой ум, тренировать свой ум. И прежде всего, для этого необходимо зародить в себя устремление к полному совершенному просветлению
И затем важно пребывать в гармонии с нашими братьями и сестрами по дарме. И, однако, хотя у нас есть такое стремление, оно не является чем-то стабильным. И, и, и хотя мы знаем о том, что нам следует развивать сострадание, любящее доброту, но также это устремление не является чем-то чем-то стабильным, чем-то неизменным. И, и когда и мы, мы, и мы изучаем эти истории жизни великих бодхисаттв, например, историю жизни Будды Шакьямуни, о том, как он даровал свое тело, о том, как он отдавал свои конечности. Например, это история о аскете великого терпения, история царя и прочее. И все эти истории необходимы для того, чтобы мы могли упражнять свой ум. И в этом как раз и заключается проблема, что мы приняли обеты бодхичитты, но мы не тренируем свой ум. И поэтому необходимо постоянно применять наставления по тренировке учения ума на практике. И в этом комментарии Джамгана Кандрула дается обширное разъяснение того, как тренировать свой ум. И хотя эти разъяснения такие обширные, нам необходимо относиться к ним как к сущностным наставлениям. И уже вы получали сущностные наставления по этому тексту 7 пунктов тренировки ума от его святейшества Кармапы и других мастеров. Поэтому не особо нечего здесь добавить. Но хочу просто немного рассказать об этом. Итак, автором этого текста является Чикава Ишидоржи. Он был мастером Кадамбы. И как предварительные практики, то, что мы делаем перед того, как мы переходим к основной стадии тренировки ума, нам необходимо совершить визуализацию и представить коренного гуру и попросить его благословения для того, чтобы мы смогли познать суть этих наставлений по тренировке ума. И после такого обращения с молитвой мы необходимо созерцать 4 мысли, обращающие ум к Дharме. Это созерцание сложности обретения драгоценного человеческого тела, это созерцание смерти и непостоянства. И
Это созерцание того, что в самсаре много страданий. И эти также созерцание кармы, причины и следствия. И это то, о чем нам следует постоянно размышлять, о том, что в мире нет ничего постоянного, что все постоянно меняется, что самсара, самсара подобна, а, самсара подобна э, пылающему огню, и, и что необходимо стремиться к освобождению из, из океана самсары. И, и, понимать, что наше время постоянно истекает, что день за днем, неделя за неделей, месяц за месяцем смерть все ближе и ближе. И, время никогда не стоит на месте. Мы теряем время с каждым днем. И об этом необходимо помнить. И однако не просто помнить о непостоянстве, а также помнить о том, что все, к чему мы стремимся в мирском смысле, все это бессмысленно. Потому что если мы даже обретем все богатство, которое хотим обрести, мы не сможем обрести счастье. Все это счастье превращается в страдание. Поэтому все является непостоянным, все является нестабильным. И, 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 и когда мы маленькие, нам кажется, что наша жизнь будет длиться долго, однако мы взрослеем, стареем и умираем. И поэтому в самсаре нет ничего, кроме страдания. Следующее — это размышление о том, что карма, причина и результат являются безобманными. И если мы будем действительно размышлять об этом со всей внимательностью, то мы будем прилагать все возможные усилия для того, чтобы оставить даже малую недобродетель и лишь посвящать себя практике добродетели. Не нужно думать, что это маленькая какие-то незначительные негативности, ничего страшного. Но проблема в том, что все эти даже маленькие негативности, они накапливаются вместе и превращаются в большую негативность. Это похоже на то, как когда мы пытаемся собрать деньги, то мы собираем по копеечке, и в результате можем собрать большую сумму. Точно так же нам следует собирать добродетель. Не думайте, что эта добродетель незначительная и не имеет смысла. Все имеет значение. И, и поэтому
Нам нужно помнить о том, что является недобродетелью. Например, быть очень внимательным к, к убийству и другой недобродетели, которые, например, мы можем не обращать внимания на какие-то а, проявления этой недобродетели по отношению к другим существам. Однако важно помнить о том, что это негативности, даже если мы убиваем маленькое насекомое. Поэтому особенно монахам и монахиням важно помнить об этом. И и после этого в комментарии разъясняется о том, как зародить абсолютную бодхичитту. И в этом особенность этих наставлений. Первое, что говорится в основной практике, это относитесь ко всем явлениям как ко снам. Исследуйте природу нерожденного осознавания. И это то, как нам следует относиться ко всем явлениям. И необходимо понимать, что самая большая проблема заключается в нашем двойственном цеплении. Поэтому, если мы будем помнить, что все явления, без исключения, подобны сновидениям, подобны иллюзии, то это двойственное цепление, оно будет не таким сильным. И также следующее, надо исследовать природу нерожденного осознавания, что это осознавание, этот ум, он каждое мгновение не возникает и не исчезает, нигде не пребывает. И чтобы понять, что ум, а также все явления являются нигде не пребывающими, не возникающими, не исчезающими, необходимо размышлять над 12 звеньями взаимозависимого происхождения. Именно они объясняют, что такое пустота, пустотность. И также необходимо созерцать, что и наше тело подобно сновидению, подобно иллюзии, что ничто не имеет самосущим бытием. И те из нас, кто получал наставление о божестве Едаме, тем также следует созерцать все, что проявляется как проявление божества Едама. Пребывать в самой сути, природе осознавания и помнить о том, что даже те противоядия, которые мы применяем, они даже те противоядия не являются чем-то истинно существующим. И именно так мы пребываем в состоянии осознавания абсолютной бодхичитты. Следующее,
что мы созерцаем согласно последовательности пунктов тренировки ума, это зарождение относительной бодхичитты. Что такое суть относительной бодхичитты? Это относиться ко всем существам, как мать относится к своему единственному ребенку. И какие трудности мать готова преодолеть ради своих детей. Именно так нам следует относиться ко всем существам и постоянно возносить благопожелания для всех существ. И И мы начинаем с созерцания четырех безмерных. И главное в четырех безмерных — это безмерная равностность, когда мы не разделяем между ближними и далекими, между существами, но относимся ко всем существам как мать к своему единственному ребенку. И для того, чтобы помнить о том, что все существа — наши дети, а также все наши существа когда-то были нашими добрейшими родителями. Вспомнить, кеми мы были, когда мы были совсем маленькими. После рождения мы ничего не могли делать сами. Мы не могли сами найти пищу, не могли позаботиться о себе. И наша мать заботилась о нам, все делала для нас. И поэтому кормила нас. И можно сказать, что мы постоянно находились в месте, где нам давали пищу, как будто бы мы могли каждый день ходить в ресторан. На самом деле, таким рестораном с самого детства была наша мать, которая кормила нас. Именно об этом следует помнить.
아메 잠님지데 샘그 시래 종아래 벌사그 시래 종아래 깽에 버지가 깽상보 갖고 말해 뒤 너게 말해 가실라 아메 당부셔야되는 야 아메 아메 야부시게 말해세 내 아메 배말 당부시기래세 거기 깽에 배래서래 아메 샘그 시 말해 아메 샘그 시 되게 되는 식이야 말해 아야야 나 지지를 좀 주시도 되는 가지고 내 아메 말 야부시게 뭐니 이 보지에서 나 요샤래세 얘네 당부셔야 말해 아야 뒤에 샘그 시 말해 깽에 말해 되시디 아야 Чтобы понять, что такое истинное сострадание и любящая доброта, необходимо обращать внимание на то, как мать относится к своему ребенку. Это самый верный способ. И иногда можно услышать от существ: «О, моя мать не такая хорошая, она плохо обо мне заботилась». Однако без матери мы бы не смогли выжить. И поэтому, какая бы ни была мать, все равно благодаря ей у нас есть жизнь. И именно в этом заключаются предварительные практики. Мы сначала созерцаем все эти предварительные стадии: смерть, непостоянство, страдания. И главное при этом помнить о том, что драгоценное человеческое тело — это то, что очень сложно обрести. А нам следует помнить о том, как драгоценное тело отличается от обычного тела, каковы его особые качества, и также помнить о том, что ведет к определению драгоценного тела. И если мы соединим созерцание драгоценного тела с смертью непостоянства, мы можем понять, что смерть может прийти в любое время. И не факт, что мы снова сможем обрести драгоценное рождение в будущем. И поэтому нужно вершить добродетели прямо сейчас. И когда мы созерцаем эти предварительные мысли, то суть этого созерцания не в том, чтобы чувствовать себя подавленно. Почему? Потому что, к примеру, если мы неправильно понимаем, что такое непостоянство, то это может повернуть нас в депрессию. Однако на самом деле это просто то, каким является наш мир. Все в мире непостоянство. Это что-то, что мы не можем поменять. Это просто то, как все есть на самом деле. Поэтому нам следует лишь принять это и понимать, что такое самсара. И все меняется, и что все, что мы считаем счастьем, это лишь отвлечение, которое уводит нас от сути от того, что действительно является важным. И когда мы созерцаем предварительные мысли верно, тогда все это обретает смысл. Это готовит нас к основной практике. Это абсолютное бодхичитта, познание того, что все явления являются как сны, как иллюзии. И все, что мы встречаем в нашей обычной жизни, все это также похоже на сны, на иллюзии. И наше сознание нерожденное каждый момент
она не возникает и не исчезает. И нам кажется, что наше сознание является потоком, мы воспринимаем различные явления, что, на- и что все, что мы воспринимаем, является на самом деле, и наше сознание, которое это воспринимает, также истинное существующее. Однако, однако, на самом деле все эти явления не являются истинными. И вместо того, чтобы цепляться за проявление, нам следует пребывать в самой сути, природе, все основы. И это то, что в наставлении говорится в состоянии после медитации «будьте как дитя иллюзии». То есть во время медитации мы пребываем в самой сути, природе, все основы, тогда как после медитации мы помним о том, что все явления являются иллюзорными, и, и именно это Именно это и означает «будьте как дитя иллюзии», то есть помните о том, что все явления являются иллюзорными. И, именно а, в этом и различается постижение а, абсолютной бодхичитты, истинной природы, и постижение относительной бодхичитты, когда мы развиваем отношение ко всем существам, как к нашим детям, либо к нашим матерям. И для этого мы вспоминаем о доброте собственной матери и ее сострадании к нам с того момента, когда мы родились в этом мире. И мы зависели от нее, а, а для нее мы были на первом месте. Она давала нам все силы. Именно об этом мы вспоминаем, и именно это созерцаем. И И все эти практики на, на относительном уровне, они важны. И есть много разъяснений о том, как зарождать относительную бодхичитту и как относительная бодхичитта ведет к полному совершенному просветлению. На самом деле, в любой практике бодхисаттв содержится вся полнота пути, ведущего к просветлению. И об этом следует помнить. И 저는 아주 처음부터 좋은 거 좀, 나는 순서 고를 생각이 되는 순서 되게 지금 와. 어다지 라스가 말이 당신 유머 э, 무슨 말이. а, также нужно помнить о том, чем является наш главный враг, с чем нам следует, что нам следует преодолеть. Главным нашим врагом является наше собственное омрачение. Именно поэтому Бодхисаттва называется героическим существом, существом-героем. Почему? Потому что он ведет борьбу своими собственными омрачениями с этим внутренним врагом. И, и Бодхисаттва является воином, который воюет с внешними врагами. Но это герой, который борется с внутренними врагами, собственными омрачениями.
И это тот бодхисаттва, это тот, кто способен преодолеть свое собственное эго. И именно в этом заключается смелость бодхисаттвы, что он пытается преодолеть внутренних врагов. Также и когда мы смотрим на изображение великих бодхисаттв, например, видим, что они восседают на тигровых шкурах, то это имеет символическое значение, что бодхисаттвы преодолели агрессию, гнев, также они преодолели привязанность и преодолели неведение. И все это символическим образом изображается в образе бодхисаттвы, поскольку суть практик бодхисаттвы — это преодоление двойственности, дуальности. И когда обретается свобода от двойственности, тогда все негативности искореняются. И это главный смысл практики, либо главная цель практики бодхисаттвы. И после этого и это то, что и мы созерцаем факторы, ведущие к просветлению. И принимаем три объекта, три яда и три корня добродетели, как говорится в наставлении. Почему? Потому что три корня добродетели являются главным в практике. И именно именно таким образом мы превращаем, либо трансформируем три яда в три корня добродетели. То есть это практика, процесс трансформации. Для этого и каким образом мы осуществляем эту практику? Мы очень внимательны к своим действиям, к тому, что мы совершаем с помощью тела, речи и ума. И когда мы видим, что совершаем какой-то недобродетель, тогда мы раскаемся в ней, пытаемся трансформировать ее в добродетель. Именно в этом и заключается наставление о том, что три яда превращаются в три корня добродетели. И, например, если нам не хватает способности к практике щедрости, тогда
нам нужно развивать стремление к этому. И главным в этом является развитие привычки к добродетели. Почему? Потому что у нас так сильные привычки к недобродетели, и мы не привыкли совершать добродетель. И именно к этому нам следует приучать себя. А что такое корень добродетели? Корень добродетели, главный корень добродетели — это устремление к просветлению, это бодхичитта. И поэтому для того, чтобы трансформировать три недобродетели в три добродетели, следует развивать бодхичитту, поскольку бодхичитта является самой главной практикой. И все, все недостатки, все недобродетели сводятся к отсутствию бодхичитты. Поскольку когда бодхичитта отсутствует в нашем уме, именно тогда мы вовлекаемся в практику недобродетели, и мы утрачиваем смелость тренировать, развивать бодхичитту. И именно в таком состоянии ума совершаются не все недобродетели. И если так происходит, можно ощущать негативные поступки и вновь зарождать бодхичитту. И это является главным методом преодоления недобродетели. И это способ, который поможет нам преодолеть препятствия на пути к просветлению. И эти препятствия на пути к просветлению сводятся к нашим привычным тенденциям, стремление к обретению обычных радостей и счастья в сансаре. Именно это мешает нам следовать по пути. И поэтому важно преодолеть эти обычные тенденции с помощью зарождения бодхичитты, ослабления привязанности к «я», и, следовать по пути просветления без препятствий. И то, что мы называем привязанностью к «я», на самом деле для нас является невидимым. Мы не осознаем, что все, что мы делаем, все это обуславливается привязанностью к «я». И именно это тот корень, который держит нас в самсаре. Поэтому так важно осознать это и отсечь цепляние к «я». Следующее наставление по практике в течение всей жизни касается практики переноса сознания в момент смерти. И одного
Эти 5 сил практики во время всей жизни, они сводятся к поведению. Из всех них поведение важнее всего. И поведение означает, суть благого поведения означает, что все, что мы делаем, охватывается стремлением к просветлению. И все наши поступки таким образом это дисциплинированное поведение с целью обретения просветления. И это самое главное в поведении бодхисаттвы. И поэтому в наставлении говорится, поведение очень важно. Очень важно понять, что такое суть поведения. И следующее. Следующее, что описывается, разъясняется в комментарии, это важность отказаться от любых надежд и страхов. И это то, что в комментарии говорится, значение всех учений Дharмы сводится к одному, что необходимо отказаться от любых страхов и ожиданий по поводу обретения просветления. И все, что все, что мы делаем, все это сводится к одному стремлению к просветлению. Тем не менее, нам следует отказаться от любых надежд и страхов по поводу обретения, от ожиданий по поводу обретения плода. Следующее в пунктах тренировки ума говорится: из двух судей принимайте того, кто главный. И из двух судей имеется в виду, что у нас есть внешние судьи и внутренние судьи, наш собственный ум. И нам всегда кажется, что внешние судьи являются более важными. Однако на самом деле лишь мы сами можем знать, что мы делаем, каково намерение нашего ума. И внешняя критика не является такой важной, если мы сами в сердце будем знать мотивацию своего поведения. И поэтому из двух судей, внешнего и внутреннего, принимайте того, кто является внутренним судьей, нашу собственную мотивацию, нашу собственную оценку своих действий. И это более важно, чем то, о чем нам могут сказать другие. И много, как вы видите, здесь говорится много различных тренировок, разных практик. И во все эти практики необходимо осуществлять без ожиданий, помнить о своем намерении, обрести полное просветление. И для чего мы хотим обрести просветление? Чтобы привести к счастью всех существ. И на этом пути нашим примером являются такие великие бодхисаттвы, как Авалокитешвара, который сделал такое намерение: все, что я это делаю для блага существ. И поэтому, если у нас есть такое намерение, мы никогда не будем разочаровываться, не будем никогда терять внутреннюю силу. И в этом и когда мы освобождаемся от любых устремлений к внутреннему счастью, внутреннему благу, тогда наша жизнь становится
однонаправленные. Все, что мы делаем, даже если это кажется как действие для себя, к примеру, мы вкушаем пищу, либо одеваем одежду, все это мы делаем лишь для того, чтобы иметь возможность жить и трудиться для блага существ. И тогда все, что мы делаем, все это будет поведением, направленным на обретение просветления. 나 흉상보 마den세 나야 흉상보 마den세 현라 군진세 다한테 막아와 유를 못 해서 마제 송래 현라 균 마제 송래 너 저기 그 뒤에 매개 송래 나 И следующее — это всегда поддерживайте радостный настрой ума. Это наставление. Всегда поддерживайте радостный настрой ума, то есть никогда не разочаровывайтесь. И следующее, что говорится в пунктах тренировки ума: если можете практиковать даже когда отвлечены, вы хорошо подготовлены. Это означает, что и как мы можем поддерживать радостный настрой ума и практиковать даже когда мы отвлечены? А, Это как раз и сводится к практике поддерживания стремления к просветлению. Если у нас сильный настрой бодхичитты, сильное стремление обрести просветление, то тогда наш ум всегда будет радостным. Мы не будем разочаровываться, мы не будем думать, что «О, эта практика слишком сложная, это что-то, что я не могу сделать». И, и у нас будет устремление и способность вовлекаться в любую деятельность. И, и в отличие от всех обычных людей, которые хотят быть богатыми, хотят быть известными и прилагают столько усилий к тому, чтобы накопить материальные ресурсы, чтобы жить хорошо. Однако все это лишает их радостного настроя ума. Именно это стремление к мирскому счастью и повергает ум в депрессию и недовольство тем, что мы имеем. И это все тревожит ум, а встревоженный ум не может быть удовлетворенным и радостным. И э, таким образом существа, которые совершенно заключены в цепи самсары, они не могут иметь радостный настрой ума, и они не ценят все то приятное, что встречается на им пути. Они хотят все больше и больше. И если же мы понимаем обратное, что все удовольствия и радости самсары лишены смысла, и поэтому никакого, нет никакого радости в том, чтобы стремиться к этим временного счастья и удовлетворения, то, то именно это поможет нам уменьшить наши собственные страдания и вместо этого зародить радостное состояние ума. И это поможет нам также
понять все недостатки сансары и не попадать в, эту, в эти ссылки, ловушки сансары. И как, как, как результат мы сможем практиковать автентичным образом. Но также следует понимать, что не отвлекаться от того, что истины, то не отвлекаться от тренировки по ослаблению негативных эмоций. Также следует понимать, что это не является чем-то легким, это сложно. И когда мы говорим радостно настрой ума, это не означает, что мы не осознаем всю сложность этой практики, которую, которую нам следует совершать. Мы осознаем сложность этой практики. Это сложно развить сострадание, это сложно развить медитативное сосредоточение. Мы этого не отрицаем. Но тем не менее, несмотря на это, мы поддержим радостное состояние ума. Э, И при этом следует понимать, почему для нас это сложно. Это сложно прежде всего потому, что у нас есть такие сильные привычные тенденции цепляния за отвлечение, поэтому медитативное сосредоточение является сложным. У нас такие сильные привычные тенденции к привязанности, поэтому отречение является таким сложным и так далее. То есть это все нам говорит о том, что не сами практики являются сложными, но поскольку наши привычные тенденции такие сильные, для нас это сложно. И когда мы понимаем, как это происходит, как это работает, мы будем способны поддерживать радостный настрой ума. И, и, и поэтому для того, чтобы практиковать верно, необходимо практиковать чистосердечно, изменить свое отношение к практике. И э, нам следует опираться на поддержку, например, поддержку дармы, поддержку духовного учителя. Именно это поможет, поможет нам не отвлекаться от истинного пути, поскольку именно автентичный учитель дает нам наставление о том, как практиковать верно. Поэтому все, что мы знаем об этом, это все доброта нашего учителя. И в чем же суть всех учений Будды? Это не нарушать наше устремление, не нарушать наше наставление к просветлению. И если мы постоянно поддерживаем устремление к просветлению, это и есть главная, главная практика. В этом заключается самый основной принцип. И когда мы помним об Адхичите, мы сможем поддерживать все остальные обеты Бодхисаттвы.
И следующее обязательство тренировки ума — это отказаться от всего, что а, создает препятствия для нашей практики. Например, нам не следует обсуждать недостатки других, не следует относиться пренебрежительно к другим, а, оставить все ожидания в отношении результата. И поэтому все, что мы делаем, нам следует делать с единым намерением. 단지 되게 되어라 신사시죠 말이. 주 삼삼을 주 삼삼은 기부당대. 다 같은 주주 인생하세. 공성 인생하세. 나 기부당 대 삼삼으로 대시죠 말이서. 주다도 저다고 세고래세. 어디 컨텐도 란데랑 곰. 나 다랑 Таким образом, я рассказал вам о 7 пунктах, о том, как упражняться для того, чтобы преодолеть трудности, и для того, чтобы не оставлять намерения бодхичитты. И такова та краткая передача на коренные стихи и краткая передача на разъяснение этих семи пунктов тренировки ума, посвящение заслуги.